Коля, скажите, у Вопросов вас нету. есть? Нет? Самат Кыштабекович, у вас есть вопросы к представителю Верховного суда? Маргарита Насыповна, просто скажите сейчас эти нормы до этого как работали, сейчас в данный момент как работают? Просто эти, скажите. Ну, вот хотелось бы отметить, вот до этого тоже уже отметили по поводу затягивания процесса, да, то есть оно действительно приводило к затягиванию процесса, и когда обсуждали, насколько вот вспоминается, и судьи об этом говорили, как и первой инстанции, как и Верховного суда, что нарушается принцип неотвратимости наказания, то есть таким образом она затягивается, и срок привлечения к уголовной ответственности истекает, и тем самым приводило к тому, что они избегали ответственности. Вот это тоже как бы было, скажем, ну, как бы побудило принятию такого, скажем, такой нормы, таких ограничений, может быть. Но в целом оно, конечно, не нарушает вообще принцип о том, что судебная защита, она должна быть гарантирована государством, поскольку в конечном итоге оно в любом случае может быть обжаловано в кассационном порядке совместно с итоговым решением. Самат Кыштабекович, есть еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо. Уважаемые судьи, есть вопросы? У меня к вам один вопрос. В кассационном порядке и в апелляционном порядке, то есть сейчас одинаковое правовое регулирование, да? То есть все промежуточные акты, принятые в процессе рассмотрения, обжалуются совместно с итоговым актом. Так, да? И апелляция, и кассация. Вообще, при введении этой правовой нормы, да, или вот такого правового регулирования Верховный суд принимал участие, да, я надеюсь. В любом случае законопроект к нам на согласование поступает. Да. Вообще какая-то оценка с точки зрения как бы значения, ну, мы же понимаем, что есть разновидности этих судебных промежуточных актов, да? Вообще оценивать по значению, да, по самостоятельному значению. Я в прошлый раз пытался сказать. Вообще с этой точки зрения рассматривался этот вопрос или нет? Я надеюсь, учесть какие-то, да? Вы поняли, я надеюсь, да, мой поняла вопрос? ваш вопрос. Да. Вообще вот, когда, и это не только в уголовном судопроизводстве, и в гражданском судопроизводстве. Но это касается всех процедур, да, всех судебных вот, процедур, да. Всегда вот, когда вот этот вопрос очень часто возникает, да, вот, допустим, какие судебные акты, они могут быть обжалованы отдельно от решения суда, допустим, еще итоговое решение не вынесено, а уже идут обжаловать следующую инстанцию. Здесь вот принцип такой всегда придерживался, ну, во всяком случае, Верховный суд. Если, и здесь я вас сразу скажу, да, извините, да, что здесь мы не должны отталкиваться с точки зрения вот к целесообразности, да? Нет. Чтобы не вот с этой точки зрения. Да. Я хочу услышать правые аргументы от вас. Да. Вот именно исходили из того, что данный судебный акт не препятствует дальнейшему развитию дела, рассмотрению. То есть оно, допустим, ну, скажем, вот отказали, да, в назначении судебной экспертизы, процесс-то продолжается. То есть это не говорит о том, что все уже, допустим, дело прекращено, да, допустим, все уже, суд закрывается. То есть это не тот случай. Он идет к итоговому приговору или судебному акту в любом случае. Вот именно из этого исходили всегда. То есть вот даже и судебная практика, ну и, соответственно, и при, скажем, разработке законопроектов. И здесь в данной ситуации оно не препятствовало рассмотрению дела, развитию судебного процесса. То есть они даже, ну в любом случае, это же назначение экспертизы, это же тоже добывание доказательств. И она в любом случае, оценка дается судом, и оно будет способствовать, ну всегда мы на добросовестность же это самое как бы рассчитываем, чтобы объективное законное решение или приговор был вынесен судом. Ну, в таком случае ответьте на тот же вопрос, скажем, если решался вопрос о допустимости доказательства, который, скажем, нашел свое место в итоговом акте, или который мог быть, скажем, не учтен при принятии итогового решения. Ну, вот как мне до этого тоже
ответили, в любом случае в следующей инстанции этому будет дана оценка. Если, например, какие-то доказательства не были исследованы или суд не учел, то тогда оно может привести к отмене судебного решения и направлению на новое рассмотрение, то есть пустить обратно на новый судебный процесс. То есть если- оценка итогового акта Мгм. будет осуществляться на основе в том числе оценки вот этих промежуточных. Вы это имеете в виду? Ну, имеется в виду, это же все доказательства. То есть, например, кто-то, допустим, просит назначить экспертизу, кто-то просит истребовать какой-то документ, да, допустим, который он сам не в состоянии может быть. Ну, разные обстоятельства могут быть. Или, допустим, иногда бывает так, что он, в принципе, сторона могли добыть это доказательство, но они потом начинают в следующем, как бы скажем, на следующей инстанции, что оно не было исследовано. То есть, как бы скажем, здесь тоже судом дается оценка. Вот была возможность у стороны добыть, скажем, эти данные, да, при рассмотрении, скажем, в суде первой инстанции или в апелляционной инстанции. То есть вот это все в совокупности. Каждый случай разный, и все, как бы скажем, перечислить тоже невозможно, наверное. И всему этому в совокупности потом дается оценка. Потому что если будет, были такие случаи, да, скажем, когда иногда ошибочно, вот, допустим, до принятия вот этих новых, скажем, кодексов, да, и по гражданским делам, и по уголовному, были такие попытки, что не доводили никак до окончательного решения. Вот каждое доказательство оспаривалось. Вот каждое, допустим, что-то привели, вот она недопустима, или назначили экспертизу, опять начинает, допустим, потом назначили экспертизу, заключение приносят, суду предоставляют, нет, вот это заключение начинает оспаривать. То есть это бесконечно, потом то основное дело приостанавливается, уходит в это рассмотрение этого заключения, законность, да, то есть это таким образом можно бесконечно, скажем, затягивать это дело, потом все-таки вот пресекли вот эту практику, и вот эти заключения, скажем, экспертиза, оно дается судом, либо принимается, либо не принимается. Если она правильно принята, неправильно принята, в следующей судебной инстанции дается оценка, и потом уже выносится, скажем, окончательное решение. А вот, скажем, вот эти все дела, они были прекращены потом впоследствии, потому что вот такая практика, то, что каждый судебный акт может быть обжалован, или каждое, допустим, доказательство может быть обжаловано, оказывается, она приводит не совсем хорошим результатом, скажем так. Ясно, Злоупотребление правом, да. Да, Кракель Джумалевич, пожалуйста. У меня по ходу возник вопрос. Скажите, пожалуйста, Маргарита Насукановна, вот вы знаете, что сейчас институт предварительного слушания по делу достаточно широко применяется, правильно, на практике, да? Скажите, по скольки процентам уголовных дел, особенно по особо тяжким преступлениям, вот этот институт задействовал? Какой Ну, примерно. институт? Предварительных слушаний Не могу ответить, у меня нет, нет таких данных. статистических данных, да? Ну, хотя законодатель это предусмотрел, и, в принципе, на предмет как раз таки исследования доказательной базы, которая является квинтэссенцией вообще любого вердикта, да, законодатель там предусмотрел вот это. Я думаю, что это положительный момент, просто у вас практики нет, да, на сегодня? Да, Не изучали. поэтому не Спасибо. могу ответить. Нет, присаживайтесь.